Один из 5 ингушских генералов российской царской армии Сасланбек Бекбузаров родился 4 октября 1865 года в селении Кескем Назрановского округа Терской области в простой крестьянской семье. В 1883 году, как и многие известные военные того времени, закончил Владикавказское реальное училище, а спустя 2 года поступил в Киевское юнкерское пехотное училище, по окончанию которого в чине прапорщика начал свою военную службу в 45-м Днепропетровском пехотном полку. После нескольких лет безупречной военной службы в 1887 году его производят в чин подпоручика. В течение последующих 10 лет Сасланбек начал стремительно подниматься вверх по карьерной лестнице. В 1906 году он был уже капитаном и командиром пулеметной роты. Первая мировая война значительно отразилась на военном пути Сасланбека. Одна награда за другой буквально сыпались на него. За мужество и храбрость, многократно проявленные в боях на Австро-Германском фронте, был награжден высокими наградами российского офицерства, георгиевским оружием с надписью «За храбрость» и орденом Святого Георгия 4-й степени. В 1916 году его полк участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве. За проявленную храбрость высочайшим императорским приказом полковник Бекбузаров был награжден георгиевским оружием и произведен в чин генерал-майора. Февральскую революцию 1917 года генерал застал в Петрограде в должности командира 19-й пехотной дивизии. В 1917 году Сасланбек Сусуркоевич подает в отставку и возвращается в Ингушетию. С октября 1919 по март 1920 года он занимал ряд ответственных должностей, был в составе военной администрации добровольческой армии генерала Деникина. В октябре 1919 года его назначают правителем Ингушетии. На своем посту он находился до марта 1920 года, вплоть до подхода частей Красной армии. С отступавшими белогвардейскими частями он не ушел, а сдал управление вышедшему из подполья Ингушскому революционному комитету, председателем которого был Эглау Чебиев. Позже в своих заметках Сасланбек писал: «При сложившихся обстоятельствах я старался в меру моих сил и возможностей помочь своему народу». После установления советской власти генерал-майор вернулся во Владикавказ. В 1929 году он оставил работу и переехал в родное село. Вскоре по ложному обвинению в связях с восставшими против советской власти жителями соседнего Кабардинского села его арестовали и приговорили к ссылке сроком на 3 года. И по дороге в Карелию он скончался. И зимой 1930 года был похоронен в Мурманске. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1981 года генерал-майор Российской императорской армии был реабилитирован посмертно. И указом президента Республики Ингушетия от 2004 года Бекбузаров Сасланбек Сусуркоевич был награжден орденом за заслуги. Это высший орден, высшая награда Республики Ингушетия. 24 июля 2004 года в селении Нарки был открыт памятник генерал-майору Сасланбеку Бекбузарову. Память о выдающемся генерале увековечена не только в нашей республике. Он стал прототипом офицера Бек-Агамалова в известной повести Александра Куприна «Поединок», с которым Сасланбек Бекбузаров когда-то служил в одном полку. Амина Бокова, Рамзан Зурабов, Новости 24.